студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Мирнинском районе. Глава Якутии провел совещание. Более 53 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах. Якутия и Корея обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий. Спасатели службы спасения выехали в горный район для тушения лесных пожаров. Командировано 8 человек личного состава. Защищать поселок Бескуэля от огненной стихии спасатели отправились совместно с пожарными Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия. По оперативным данным авиалесоохраны на территории республики действует 164 природных пожара. За сутки ликвидировано 15 на общей площади свыше 60 тысяч гектаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Алекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 140 очагов пожаров. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 3 августа, находится с рабочей командировкой в Мирнинском районе. В рамках рабочей поездки будет проведено совещание по лесопожарной обстановке на территории Западной Якутии. Также глава проверит ход разработки комплексного плана развития Мирнинского района и населения. Также глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по эпидемиологической ситуации в Мирнинском районе. В последние недели там ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим необходимо принимать срочные меры, пояснил глава республики. Это особенно важно, поскольку меньше месяца осталось до начала нового учебного года и начинается активный процесс возвращения людей из отпусков. В целях повышения темпов вакцинации принято решение о направлении в Мирнинский район 3000 доз вакцины «Спутник Лайт». Минздрав республики выпустил приказ, согласно которому разрешено использование «Спутник Лайт» не только для ревакцинации, но и первичной вакцинации. Также глава республики поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации и активизировать информирование населения. Тем временем в России заработала карта с действующими в регионах ковид-ограничениями. Интерактивная карта появилась на сайте stopcoronavirus.rf. В сфере отображения актуальной информации о числе случаев заражения коронавирусом в каждом регионе, а также о действующих там ситуационных ограничениях. Кроме того, на карте представлена статистика по выздоровевшим и умершим пациентам с COVID-19. Также на карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта и другие региональные нормы. А наш выпуск продолжит брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. О текущей ситуации с лесными пожарами. У нас сегодня на утренний час по оперативным данным в республике действует 171 пожар, из них тушится 58, людей работает 2402 и 301 единица техники. За сутки локализовано 11 пожаров, ликвидировано 8. К сожалению, добавились 15 пожаров. Сухая ветреная погода усложняет ситуацию. Между тем, по мере возможности работает авиатехника. В частности, вертолеты работали в Кобяйском районе и Хангаласском районе. Занимались сливом воды в Кобяйском районе и по переброске сил и средств на пожаротушение в Хангаласском районе и Усалданском районе. Самолеты Б-200 и Ил-76 из-за видимости не работали. При этом на особом контроле стоит ряд населенных пунктов 5 районов республики, таких районов как Горный, Усалданский, Намский, Верхневилюйский и Кобяйский район.
населенным пунктам огонь приблизился максимально. Сложная обстановка сегодня стоит в село Кылае в Усалданском районе, Далыр Верхневилюйского и Ситте и Кабяй в Кабяйском районе. Сегодня максимально мы технику, которая может помочь населенным пунктам, из ближайших населенных пунктов приблизили и работаем по охране и по тушению ближайшего огня населенному пункту. Сегодня, вчера самолет-зондировщик Ан-26 работал в Лёкминском районе. И сегодня район подтвердил хороший слив воды на тех пожарах, которые действовали в населенном пункте Лёкминского района. И сегодня также самолет планируется работать по нашим районам. Это опять же Лёкминский район. И если получится, то Хангаласский район. Самолет не может эффективно работать ввиду отсутствия ресурсных облаков. Очень хорошо помогает штаб добровольцев. Сегодня сформированы добровольцы и отправлены в Кабяйский район и Горный район. При этом, повторюсь, ситуация остается сложной. Сегодня глава республики работает в Мирнинском районе, где также ситуация сложная. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы идем далее. Вице-премьер страны Юрий Трутнев предложил изменить систему выплат за ущерб от наводнений в пользу регионов. Также он отметил, что нормативная компенсация, выделяемая на ремонт, уже не соответствует времени. По его словам, предварительная оценка ущерба от паводков этого года составляет 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Пострадавшими признано почти 13 тысяч человек. В этом году Якутию разрушительный паводок обошел стороной. Однако весной 2018 года от паводка пострадали 63 населенных пункта, в том числе и Якутск. Ущерб тогда составил около 1,5 миллиарда рублей. Оперативно бороться с последствиями стихии помогла в том числе и помощь из федерального центра. Предложение вице-премьера основательное, ведь на средства собственного бюджета, деньги от частных лиц и предприятий республика с трудом могла бы покрыть весь ущерб. Почти 94 тысячи семей получат школьные выплаты в Якутии. Накануне начались выплаты по 10 тысяч рублей родителям школьников для подготовки детей к новому учебному году. Как сообщили в Пенсионном фонде Российской Федерации по Якутии, семьи получат выплаты на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Как сообщили в Минтруда Якутии, прием заявлений ведется через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда России. Если родители не успеют подать заявку до конца лета, они смогут сделать это до 1 ноября. В таком случае при заполнении заявления указываются именно реквизиты лицевого счета родителя в банке, а не номер карты. Сегодня мы получили школьные выплаты по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. У нас многодетная семья, 2 школьников, и эта мера поддержки оказалась очень своевременной. Мы сейчас начнем готовиться к новому учебному году без суеты. Всего 1646 человек в республике получили разрешение на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливают лимит добычи, кроме дикого оленя и соболя. Жеребьевку по их распределению провели 1 августа в Якутске с использованием генератора случайных чисел. Те, кто получил положительный результат, должны подать заявление через портал госуслуг. Более 53 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах.
Большая часть суммы пойдет на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва, Нижний Новгород, Казань. Трасса станет важнейшей частью транспортного коридора Европа-Западный Китай. Начать ее эксплуатацию планируется в 2024 году. Остальные деньги распределят между 20 регионами. Их направят на обновление дорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения. Российский курорт Сочи планирует принять в августе около 900 тысяч туристов. Об этом написал мэр города Алексей Капагай-Городский. По его словам, в последнюю неделю июля доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации, либо со справкой о получении первого компонента, составила порядка 40%. С 1 августа для заселения необходимо предоставить ряд документов. Данные требования распространяются на санатории, пансионаты, отели и малые гостевые дома. Ленск продолжает преображаться. В минувшие выходные торжественно было открыто сразу 2 объекта – сквер авиаторов и мультифункциональный центр в городском парке. Это проекты по благоустройству городской администрации. О новых местах отдыха ленчан в материале Анны Кожевниковой. Год назад на этом месте было полуразрушенное здание Зеленого театра со сценой и зрительной зоной. Сегодня здесь открыли мультифункциональный центр. Он вошел в программу комфортной городской среды в 2020 году. Павильон разделили на 2 зоны. Круглогодичное кафе, которое уже работает, и место для проведения мастер-классов, тренингов и работы шахматного клуба. Планируется организовать какие-то, возможно, занятия по йоге или по фитнесу. Ну, по фитнесу там мало места, конечно. Планируется организовать всевозможные занятия по развитию, например, способностей ребенка, да, по развитию, ну, сейчас очень модно математика, ментальная математика, да. В принципе, это помещение можно использовать в полном объеме, да, и мы нацелены на то, чтобы это помещение работало круглый год и с утра до вечера. Если ограничения снимут, то где-то с середины сентября эта кружковая работа начнет в полном мере работать в этом помещении. На первом этапе благоустройства парка на месте батутных аттракционов построили детский городок. Здесь положили мягкое покрытие, поставили веревочный парк и металлическую горку. На входе со стороны улицы Чапаева установили арку «Уюр-парк» с Якутского лесной. Появился в парке и новый арт-объект с белками. Их из дерева сделал якутский скульптор Николай Чачасов. Также в парке заработало новое освещение. Красные фонари установили еще в ноябре 2020 года. А старое освещение по плану должны демонтировать. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Якутия и Корея обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий. В Москве состоялась двухсторонняя встреча между представителями республики и Корейского института финансовой индустрии. Главной темой стало возможное сотрудничество в сфере технологий биоумного города и высокотехнологичных тепличных комплексов, которые созданы для регионов со сложными природоклиматическими условиями. Корейские инноваторы отметили, что проект базируется на принципах экологичности, высокотехнологичности и социальной ответственности бизнеса. В Якутии уже есть успешный пример реализации подобного решения. Это комплекс «Саюри». Данные инновации доказали свою эффективность на территориях Крайнего Севера. ЮНЕСКО на 44-й сессии комитета приняла решение включить беломорские и онежные петроглифы в список объектов всемирного наследия. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Подробности в репортаже Артема Сторонова. Наскальные изображения возрастом 6-7 тысяч лет, расположенные в 33 локациях в районе Белого моря и Онежского озера, на этой неделе были внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду сообщил в своих соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков. Несколько тысяч петроглифов, изображающих людей, животных, геометрические фигуры, а также сцены охоты на земле и на море, инструменты и оружие – являются одним из самых больших памятников древнего наскального искусства, как по размерам, так и по количеству. Уникальные образцы дошли до наших дней в хорошем состоянии.
Они отличаются высокой степенью целостности и подлинности. Карельские петроглифы содержат важную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Финляндии. По словам Парфенчикова, работа над тем, чтобы ценность исторических наскальных изображений признали на международном уровне, заняла несколько лет. Он назвал включение петроглифов в список объектов всемирного наследия важным событием не только